Рамадан на канале Аль-Атисам 1445 года по хиджре. Дорогие мусульмане, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля примет от вас и от нас наши благие деяния и простит нам наши и ваши грехи. Амин, амин, амин. Иншаллах, сегодня поговорим о очень важном поклонении. Поклонение, которое очень много мусульман относятся к нему халатности. Это ночное поклонение, ночное выставление ночей. Не только Рамадан месяц, нет, во все времена года. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, не пропускал это поклонение. Это называется Киямуль Лейль или Тахаджуд, оживление ночи или же Тахаджуд, намаз Тахаджуда. Пророк, Аллах в Коране говорит, восхваляя тех людей, которые встают ночью, оставляя свои постели, свои матрасы, встают, их восхваляя, Аллах Субхану Тааля говорит, «Валлазина ябитуна ли раббихим суджадан ва кияма». Те, которые проводят в своей ночи для своего Господа, падая ниц и вставая на намазе. Аллах Субхану Тааля восхваляет этих людей. В другом аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Татажафа джунубухум анил мададжи, яд'уна раббахум хауфан ва тамаа ва мимма разакнахум юнфикун. Фала та'ламу нафсум ма ухфия лахум мин куррати а'юн, джазаан бима кану я'малун». Аллах Субханаху ва Тааля восхваляет этих людей, те, которые оставляют свои постели и встают для намаза, просыпаются. Аллах говорит, «Татажафа джунубухум анил мададжи». Отходит ихни бока от места, которые они лежали. Для чего? Яд'уна раббахум. Делают дуа, просит Аллаха Субханаху ва Тааля, делают дуа, яд'уна раббахум хауфан ва тамаа. Хауфан, боясь от Аллаха Субханаху ва Тааля, ва тамаа, и желая вознаграждения от Аллаха Субханаху ва Тааля, ва мимма разакнахум юнфикун. Из того, что мы им наделили, отдали им ризк, удел, от него они расходуют. И человеческая душа не знает, что Аллах Субханаху ва Тааля скрыл для него и уготовил судный день. Мин куррати а'юн, радость для их глаз, для их очей. Джазаан, вознаграждением, бима кану я'малун, за то, что они этом дунья делали. За это Аллах Субхану Тааля точно им приготовил. Никто не знает, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, самый лучший намаз после фарида, после обязательного намаза, это салатуль лейль, ночной намаз. И каждой ночи есть час времени, такой промежуток времени есть каждую ночь. Это время, кто будет просить Аллаха Субханаху ва Тааля, ман вуффика лаха фахуа муаффак. Тот, кто Аллах Субханаху ва Тааля ему дал это время вставать и делать дуа, и тауфик, и успех в этом деле, чтобы он это мог делать, это тот человек, который Аллах Субханаху ва Тааля ему облегчил это и дал ему тауфик и успех. Кому Аллах Субханаху ва Тааля не дал это время вставать, не дал тауфик, не дал ему, чтобы он это время встал и просил дуа, фахуа махрум, это является лишенным. Кто Аллах Субханаху ва Тааля, тому, кто лишил Аллаха Субханаху ва Тааля это благодать, тот является лишенным. В другом хадисе есть, который передал Джабир, радийаллаху анху, он говорит, я услышал от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что каждую ночь есть время, и человек, мусульманин, это время не совпадает, делая дуа, прося добро из дунья и ахира, кроме как Аллах Субханаху ва Тааля отдал ему. وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. Это является каждую ночь. Каждую ночь Аллах Субханаху ва Тааля
дает человеку то, что он просит. Есть время, которое Аллах Субхану ва Тааля определил эту ночь. Если это время его дуа попадет, Аллах Субхану ва Тааля ответит ему. И наш Господь, Аллах Субхану ва Тааля, не спускается на небеса. На небеса этого мира, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалам, каждую ночь, когда остается последний треть ночи, отвечает дуа просящего человека, отдает потребования просящего человека и простит грехи грешного человека. فهل من الخير أن تنام في تلك الساعة المباركة? Является ли добром спать именно это время, когда Аллах Субхану ва Тааля спускается на небеса и просит, кто и говорит, и Аллах Субхану ва Тааля не спускается на небеса и говорит, кто мне просит, чтобы я ему отдал, чтобы его грехи простил. То, что он хочет, чтобы отдал, Аллах Субхану ва Тааля говорит, я готов, кто мне просит. А мы большинство это время спим. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, не спускается наш Господь, Табарака ва Тааля, каждую ночь на небеса этого мира, когда остается треть ночи, и говорит, кто мне просит, чтобы я ему отдал, кто мне дуа делает, чтобы я ему ответил дуа делать, кто мне просит, чтобы я ему отдал, и кто у меня просит прощения грехов, чтобы я его грехи простил. Это, братья мусульмане, уставленные ночи, это является деянием праведных людей, которые были до нас, до нашей общины, общины других пророков, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, алейкум би киямил лейль. Вы держитесь, старайтесь, держитесь на киямул лейль, в уставленные ночи. Фаиннаху, поистине, это дабу салихин. Это является обычаем, деянием праведных людей, до которых у вас были. Вахуа курбатун иля раббикум. Это приближение к вашему Господу. Ва мукаффиратун лиссайиат. Этот намаз является прощением ваших грехов. Ва манхатун лил итм. Этот намаз тебя останавливает от грехов. О Аллах, сделай нас из тех людей, которые днем постимся и ночью устаем ночи. О Аллах, облегчи нам это дело. Облегчи нам это дело. Поистине это является дабу салихин, обычаем праведных людей. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يبيتون لك سجدا وقياما. О Аллах, сделай нас из праведных людей, которые проводят ночь в суджуде, падая ниц на землю, وقياما, и вставая ночи. О Аллах, облегчи нам каждое добро. О Аллах, прости нам и наших родителей, и всем мусульманам. О Аллах, дай победу нашим братьям-мусульманам в Газзе. О Аллах, дай победу нашим братьям-мусульманам в Газзе. О Аллах, дай победу нашим братьям-мусульманам в Газзе. О Аллах, сделай им выход из этого положения. О Аллах, сделаем им выход из этого положения. О Аллах, покорми их голодных. О Аллах, прими их шахидов. О Аллах, дай им победу над этими грязными сионистами. Амин, амин, амин. Альхамдулиллахи Раббил Аламин.